Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Кувейт отметили 30-летие установления дипотношений. Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак. В Туркменистане пройдут киберспортивные турниры и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадак, где ознакомился с проектами объектов, запланированных к возведению и реконструкции в рамках строительства второй очереди. Среди представленных проектов – медицинский кластер, торгово-деловой центр города Аркадак, офисное здание медицинского кластера и завод по производству вакцин, предприятие художественного ковроткачества, Национальный музей туркменского ковра и рукоделия, а также земельный участок, предназначенный для строительства предложенного нового культурно-развлекательного центра. Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания эмиру государства Кувейт, шейху Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху и народу страны по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Преподаватели английского языка ведущих вузов Туркменистана приняли участие в международном семинаре, который был организован Британским советом в Ташкенте. В туркменскую делегацию вошли старший научный сотрудник Национального института образования Туркменистана, преподаватели английского языка из Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Туркменского национального института мировых языков имени Давлетмамеда Азади. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган в минувшую субботу намекнул на возможность своего очередного выдвижения на пост главы государства. Это заявление прозвучало во время его выступления на съезде региональных отделений партии «Справедливости и развития» в городе Шанлы-Урфа. Национальная федерация электронного спорта Туркменистана анонсировала проведение ежегодного турнира Кубок Федерации 2025, который объединит соревнования по 4 популярным киберспортивным дисциплинам – Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG Mobile и eFootball. Желающие принять участие в соревнованиях могут подать заявку на официальном сайте Федерации. Регистрация участников откроется 20 января и продлится до 27 января. Лала и Лейла Шохрадовы подтвердили свое лидерство в женских шахматах Туркменистана, завоевав золотые медали на национальном чемпионате среди юношей и девушек до 20 лет, который проходил в Ашхабаде с 10 по 12 января. 19-летняя Лала стала чемпионкой в классических шахматах и рапиде, а ее 18-летняя сестра Лейла победила в блице. Барселона победила мадридский Реал в финальном матче за Суперкубок Испании по футболу, который прошел в Саудовской Аравии. Встреча состоялась в воскресенье и закончилась победой каталонской команды со счетом 5-2, которая играла в меньшинстве с 57-й минуты после удаления голкипера Войцеха Щенснага. Барселона выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз. У Реала 13 побед, в том числе в прошлом розыгрыше. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.